Гамбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 8. О Далай-ламах. Часть 42. В 1723 году были назначены вышеупомянутые Ханченнай, Аподба, Лумбаба и Палхаба тибетскими правителями. На последующие события показали, как указано выше, что тибетцы далеко не считали себя подчиненными маньчжурам и начали враждебные действия между собою. Из этих междоусобий, как известно, вышел победителем приверженец маньчжуров Палхаба. Во время этих смут пребывание Далай-ламы в Тибете стало уже небезопасным, почему Пекинский двор приказал поселить его на его родине, в Камском Литаве, откуда он возвратился в 1732 году, после пятилетнего там пребывания, но участия в светском управлении не принимал до 1751 года, когда был окончательно усмирен мятеж. С этого времени Далай-лама начинает иметь влияние на светские дела. Этот приверженец был человек, по-своему достаточно образованный и даровитый, оставивший после себя 8 томов сочинений, в коих преобладают статьи тарнистического учения. Умер он в 1757 году. Отец его, Соднамдарджей, был возведен в степень князя Фуго-гуна, помогающего государству гуна. 8-й перерожденец Далай-лама Джамбал-джамсо родился в 1758 году в провинции Цзан от отца Соднамдарджей и матери Пунцок-ванмо, которая была сестрой 3-й Банчай-Нырдани Балдандишей. Он был двоюродным братом 4-го халхасского Джебзун-дамба-Хутухты, сына Соднамдаши, старшего брата Соднамдарджей. В 26 году правления Цзян-луна, то есть в 1762 году, была дана императорская грамота, утвердившая его на престоле Далай-ламы. Не безинтересно, по нашему мнению, привести здесь такой текст грамоты в переводе на русский язык. Грамота Хуанди, имеющего по предопределению неба власть над обширной землей, дана перерожденцу Далай-ламы, ныне управляющий делами Уй и Цана, Мэйрин Цангин Пу, согласно нашему повелению, торжественно принял себя, перерожденца, вследствие его доклада, что ты, перерожденец, имеешь удивительные качества, отличные от других, моя мысль чрезвычайно радуется. Далай-лама в предыдущем образе, не ограничившись тем, что особенно усовершенствовался в религиозных познаниях, принял с почтением наши приказания и согласовал с нашей волей все предприятия для устроения и спокойствия всех уйских и цзанских подданных, вследствие чего мы сильно восхвалили его от своего радостного сердца. Когда он умер, я сильно сокрушался душой. Теперь выяснение в течение 3 лет перерожденца, будучи понятным своей мысли, распространило обширную радость. Тебе, перерожденцу, весьма необходимы бдительные, беспрестанные упражнения в практических занятиях и другом. Усердно заботиться о выслушивании и размышлении для усиленного распространения законов желтой шапки, сердца учения Будды. Ныне ради благознаменного праздника выяснения перерожденца пожаловали золотую статую Аюши, статую Шакьямуни из драгоценного камня Хас, это яшма, и драгоценные ручные четки. Пожаловано это ради долгоденствия перерожденца и распространения желтошапочного учения.
В 12-й день первой летней луны 26-го года правления Цзянлуна. По смерти его предшественника был назначен регентом Дамосский Хутухта Жамбал-Дылык Жамсо, который и начал ряд других регентов. Он управлял делами Далай-ламы 21 год. После него должность Джалсаба занял жанейский уроженец, 61-й настоятель Галдана Агван Сультюм. 8-й Далай-лама Джамбал Жамсо, по-видимому, был человек, ничем не выдававшийся, и всю свою жизнь он провел сначала в учении, затем в исполнении разных духовных треб. Избранию его в Далай-ламы, затем выдаче ему в 1781 году золотой печати много содействовал дядя его, третий Банчен Ирдыни Балдан Ешей, лама с отличными дарованиями, который сам был в Пекине и получил утверждение в звании Банчен Ирдыни. В этом же году император захотел дать титул отцу Жамбал Джамсо, по примеру отца седьмого перерожденца, но впоследствии того, что отца и уже не было в живых, титул гуна был пожалован дяде его, Саднамдаши, который, как упомянуто выше, был отцом халхасского Джебзун-Дамбы Хутухты. Умер 8-й Далай-лама в 1804 году. 9-й перерожденец Лундок Жамсо, полное его имя Лобсон Дамби Бжуней Агван Дондок Жамсо, родился в 12-й луне года деревянной коровы, это конец 1805 или начало 1806. Отца его звали Данс Цзин Чойджин, а мать Дондуб Долма. В 1808 году он был возведен обычным порядком на Далай-ламский престол. Предание говорит, что он был болезненный, но очень способный мальчик. Умер он еще в детском возрасте, 16 числа 2-й луны, года деревянной свиньи, то есть 1815 года. 10-й перерожденец Цультим Жамсо родился на родине 7-го Далай-ламы в Камском Литане от отца Ловсон Яндаг и матери Намджелбутит. Время рождения его биограф определяет при появлении первой утренней зари 29 числа 3-й луны года огненной мыши, то есть 1816 года. Правивший тогда делами Далай-ламы Демо Хотухта Ловсон Тубден Джигмит Джамсо по указанию Чайджону прорицателей и высших лам хотел сразу возвести на престол этого Цультим Жамсо, который до избрания носил имя Джамбал Джалсан. Но в то время составилась партия против такого избрания. Она настаивала на вынутии жребия посредством золотой урны Сырбум, назначенной для определения высших перерожденцев еще императором Цанлуном. Дымо Худукта не выполнил своего намерения вследствие своей смерти в 1819 году. В это время перерожденец галданского шаретуя Агван Джамбал Цультим послал в Пекин посла с поздравлением императора Ци Цина с 60-летием. Посольство это выхлопотало назначение правителем Далай-ламского казначейства Агван Джамбал Цультима, каково назначение и состоялось рескриптом от 8 числа 2-й луны правления Цзяньцзина, то есть 1820 год. В это же самое время пришел приказ избрать Далай-ламу посредством жребия. Но это новшество в практике избрания Далай-лам. Тибетские ламы и сановники согласились с большим неудовольствием. Тем не менее, с приказом императора, исполнителями коего являлись 2 маньчжурских амбани, не могли не согласиться. И 15 числа 1-й луны года водяной лошади, то есть в 1822 году, в присутствии нарочито для сего приглашенного в Банчен-Ирдыни одним из маньчжурских амбани был вынут один из 3 билетиков с именами кандидатов,
писанными по-маньчжурски, из золотой урны, поставленной перед изображением императора в Паталасском дворце. Билетик оказался с именем Джамбал Джансаня, и тогда Амбань, обращаясь к отцу мальчика, присутствовавшему здесь же, сказал: «Так как из золотой урны вышел твой сын, Джамбал Джансан, кандидат в драгоценный Далай-ламы, то молись милости великого императора». Так произошло избрание в 10-й Далай-ламы, кандидата, выставленного большинством тибетцев, но мы не беремся сейчас сказать, было ли это случайное совпадение или какой-нибудь подлог Амбани. Как бы то ни было, оно удовлетворило ту и другую стороны. Избранный таким образом новый Далай-лама был посвящен в духовный стан и стал учиться духовным книгам. Главным учителем его был престарелый Агван Няндак, отставной 66-й голданский наместник и бывший учитель 9-го Далай-ламы. После смерти его эту должность занял 70-й наместник Агван Чэнпу. Но и этот Далай-лама умер также в ранней молодости, в 7-й луне 1837 года. 11-й перерожденец Хайдук Джамсо родился на самой границе с Китаем, в восточном Каме, в 9-й луне года земляного пса, то есть 1838 года. Отца его звали Циван Дондуб, а мать Юндум Бутит. По разным рассказам родителей и гаданию лам в нем наметили перерожденца Далай-ламы, но официальное избрание его произошло в 1841 году посредством известной уже золотой урны. При этом случился какой-то подозрительный инцидент, про который биограф его рассказывает, что его имя не сразу вышло из урны, а появилось оно после многих молитв. Затем 16 числа 4 луны года водяного тигра, это 1842 год, обычным порядком был прочтен рескрипт императора, и новоопределенный Далай-лама возведен на свой трон. Он умер также в ранней молодости, в 17-летнем возрасте, 24 числа 10 луны года деревянного зайца, то есть 1855 год. 12-й перерожденец носил имя Принлей Джамсо, скорее Тинлей Джамсо, и родился в восточной части провинции Уй, в уезде Олха в 1856 году от отца Пунсок Циван и матери Циринг Юдонь. В начале 1858 года он с двумя другими мальчиками баллотировался посредством золотой урны, и жребий быть Далай-ламой пал на его долю. Но и этот Далай-лама едва достиг 20 лет и умер в 20-х числах 3 луны года деревянной свиньи, 1875 год. По рассказам современников, этот Далай-лама умер уже явно насильственной смертью, отрава, о чем слышал и Николай Михайлович Пржевальский. Конец 42 части.